Акшам шәфләріңіз қайырлы олсын, үрметлі сәрджілер, Милли телеканалының жанлы эфирінде ачықлав программасы ве студияда мен Левиза Сейдбелялова. Невбеттеки ярым саат девамында невбеттеки ачық субъектны диққатыңызға тақдим етмеге біз енді азырмыз ве бүгін программамыз девамында біз май сайында олған халқымыз үшін мұйым вақиялар ақында сөз жүрсетежекміз. Студиямыздың мұсафыры бүгін есе Қырым мұсылманлар муфтисінің муавини Айдар Исмаилов. Айдар, ассаламу алейкум, хош келдіңіз. Сізге жүмлемізден бері әлбетте Рамазан айының башланмасы қайырлы олсын. Айдар, с чего хотелось бы начать? Сегодня второй день священного месяца Рамазан. Как проходит второй день, скажем так, да? Ну и в чем, собственно, для мусульман духовная составляющая этого месяца? Хорошо проходит Рамазан. В этом году, в принципе, как и всегда, он начался с ифтаров. Мы в Кибирджаме организовываем ифтар традиционно на 200 человек. И по всему Крыму тоже и молодежь, и волонтеры присоединились к этому богоугодному делу. Кроме того, во всех мечетях мы начали с таравих намаза, естественно. Вчера первый день был, сегодня уже будет продолжение таравих намазов, поклонений и так далее. Поэтому духовная составляющая, она присутствует неотъемлемо, скажем, сразу уже начинаем с духовной практики. И, естественно, она по мере, скажем, соблюдения поста будет всегда расти. И уже избавление, скажем, спасение от огня ада, как говорится в хадисе, уже на последнюю десятку будет приходиться. И Кадр Геджи как раз-таки, вот ниспослание Корана в эту ночь произошло, как раз-таки вот эта ночь, Кадр Геджиса, она тоже будет в последнюю десятку. Поэтому мы начали, скажем так, духовный марафон, марафон духовного роста. Конечно же, следует здесь упомянуть хадис пророка, да благословит его Аллах и приветствует, что он говорит, если человек не оставил какие-то лживые слова, не оставил сплетни, злословия и так далее, то есть не избавился от своих пороков негативных, духовных, то, говорит, его голодание или же жажда, они Всевышнему Аллаху не нужны. Поэтому цель в Рамазане – это самодисциплина, это духовный рост. Ну и если в двух словах вот говорить, в чем суть самого поста в месяц Рамазан? Это, конечно, не есть и не пить, начиная от восхода солнца и до захода, то есть дневное время суток. И, конечно же, отстраняться от супружеской близости. Это, скажем, видимая часть, больше связанная с телом, физиологическая сторона, а духовная сторона, вот именно ту, которую я сказал, чтобы человек постарался в Рамазан избавиться от своих пороков, и нравственно он вырос. Потому что даже психологи говорят, когда человек что-то делает более 20 дней, это становится его привычкой. Поэтому мы должны научиться в Рамазан сочувствовать, сопереживать, быть более милосердными, быть более щедрыми, именно фитр садака и поэтому предписывается, и стараться помогать ближним. Это такая информация для тех, кто впервые начинает держать пост. Саулнас, что хотелось бы спросить? Вот существует такая организация, как Таврический муфтият. И вот посредством социальных сетей они, можно сказать, в буквальном смысле дезинформируют наших соотечественников. В чем именно? В том, что, к примеру, даже вот даты начала поста у нас разнятся. Они сообщают совершенно другую информацию. И вот, ну, говоря по-крымско-татарски, шашмала алярбазам халхамыз. Что вы скажете насчет этого? Я скажу, что не только эта организация, ну вообще официально такой организации не существует. Как бы это несколько людей, которые собрали себя, объявили муфтиатом, но де юре их нет, и де-факто, скажем, это тоже считанные люди. Поэтому на территории Крыма есть одно духовное управление, это духовное управление мусульман Крыма, легитимно избранный муфтий, признанный всем народом, и имеющий право издавать фетвы, то есть богословские заключения. Вот именно здесь муфтиат, пользуясь данным правом, он предпочел 16 число, если есть там, может быть, несколько мнений, то есть узаконил своим решением, что 16 число мусульмане Крыма должны приступить к месяцу Рамазан. Поэтому
Будь то, скажем, та группа, которую упомянули вы, или же еще есть другие группы на территории Крыма, которые ведут деструктивную деятельность и вводят людей в заблуждение, конечно же, это раскольническая деятельность, потому что пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, что Рамазан – это когда джемат постится, что Рамазан-Байрам – это когда весь джемат празднует. И Курбан-Байрам – это когда весь джемат, то есть мусульманская община, закалывает жертвенных животных и празднует Курбан-Байрам. То есть действовать нужно вместе с джематом. Ни в коем случае не нарушать этот дух единства. Именно в этом и есть берекет, в этом и есть замысел Всевышнего, чтобы поклонение они выполняли объединяющую роль, а не разделяющую. Поэтому человек должен во имя единства, во имя сплочения мусульманской общины, недопущения раздора, он должен свое мнение отставить в сторону. Потому что, возможно, в некоторых вопросах 2 или 3 мнения может быть, но человек из интереса общества, он свое мнение, свое суждение, он должен уметь оставить в сторону и действовать заодно с джематом, вместе с джематом. В этом и есть берекет, в этом и есть милость Всевышнего и помощь, конечно же, Всевышнего Аллаха. Но все же, вот именно будучи активным пользователем социальных сетей, как уберечь себя от неправдивой информации? Необходимо просто-напросто следовать мнению и решению компетентного органа на той территории, где мусульмане проживают. Если мы говорим конкретно о Крыме, то это значит Духовное управление мусульман Крыма, которое компетентно и уполномочено мусульманами Крыма и крымско-татарским народом принимать решения в области религии, то есть в религиозных вопросах. Если это, например, Татарстан, значит это Духовное управление мусульман Республики Татарстан и так далее. Если Турция, значит это Министерство по делам религии Турции и так далее. Поэтому мы не критикуем никого. Есть, да, Саудовская Аравия, там, может быть, Узбекистан, Казахстан там, и так далее. Начали 17 числа, это их решение, да. Но человек, который находится на определенной территории, должен следовать именно тому мнению, которое узаконено компетентным религиозным органом данной территории. Это будет правильно. И люди не должны распространять другого мнения и, как уже сказали, шашмалат мага джематна, то есть вводить в заблуждение, потому что это означает сеять смут, а это строго воспрещенное деяние. То есть Аллах в Коране говорит, что смуту сеять – это хуже убийства человека. То есть настолько это пагубное воздействие имеет на общество в целом. Поэтому мусульманин, как в Коране говорится, если ты не знаешь, спроси знающего. И если к тебе пришло какое-то известие, какая-то новость, и ты не знаешь, как с ней быть, ты не знаешь ее основания, просто потому что ты некомпетентен в области религии, значит, отнеси это к людям, которые компетентны в этой области. В Крыму есть Духовное управление мусульман Крыма. Все. Почему люди, скажем, должны или следуют каким-то анонимным звонкам, каким-то сообщениям каких-то братьев, непонятно кого и непонятно на чем основывающиеся, которые не несут ответственность за мусульманскую умму на данной территории. Это же безответственные все слова и заявления. Духовное управление отвечает, во-первых, перед людьми, которые уполномочили их на это, перед государством и перед Всевышним, конечно же, в первую очередь. Поэтому нужно слушать, я опять-таки говорю, компетентный орган, и тогда каждый будет заниматься своим делом. Друзья, у нас сегодня эфир проходит в преддверии еще одной очень важной даты для нашего народа. Близится 74-я годовщина уже со дня депортации. Конечно, ежегодно мы в молитвах упоминаем тех жертв, которые вот буквально, скажем так, отдали свои жизни из-за страшной трагедии, которая случилась в 1944 году. Какие мероприятия запланированы завтра? Ну, как Духовное управление мусульман Крыма, мы каждый год во время этой трагической даты, скорбной даты, мы организовываем молебны, конечно же. То есть, чтобы почтить души людей, которые потеряли свои жизни в пути
на места депортации и уже в местах депортации, когда они находились в этих нечеловеческих условиях. Поэтому завтра как раз приходится на пятницу, поэтому во время пятничной молитвы, точнее до нее, будет прочитана сура Ясин, и будут помянуты души людей, которые умерли в пути и в местах депортации. Значит, до пятницы, поэтому просьба мусульманам явиться в мечети заблаговременно, чтобы поучаствовать и помолиться за тех, кто утратил свои жизни. Сургульнук Курбанлары учен. Потому что каждая семья, она была в депортации. Поэтому у каждого есть те, кого они утратили, поэтому мы должны их память таким образом, в соответствии с нашими традициями, с нашими религиозными установками, почтить. Кроме того, будут возложены цветы в местах мемориальных, где установлены там памятные знаки и так далее. И в 11 часов, конечно же, мы все собираемся на месте строительства мемориального комплекса. Там будет соответствующая программа, там тоже будет прочитана молитва. И другая будет культурная программа, которая, скажем, напомнит нам о тех ужасах той трагедии, стихотворения будут прочитаны и так далее. Чтобы мы помнили свою историю, чтобы каждый помнил историю своего края, своих соседей, с которыми они вместе живут, и ни в коем случае эта история не повторялась. Это в Бахчисарайском районе имеется? Да, на станции Сюрень, конечно же. Там строится комплекс, строительство его уже подходит к концу. И джума намаз уже будет после, скажем, этого мероприятия. Да, именно рассчитали так, что в 11 часов там оно начинается, примерно около 12 закончится. То есть все учащиеся или все участники данного мероприятия, они успеют на джума намаз, чтобы никто не переживал, поэтому все спокойно могут прийти и поучаствовать. То есть мы тоже всех, соответственно, приглашаем. Кроме того, сегодня состоялось заседание Межконфессионального совета «Мир, дар Божий». И, конечно, другие конфессии тоже, в храмах других конфессий тоже будут прочитаны молитвы, богослужения в память за души жертв депортации. Поэтому все конфессии, все народы солидарны в этом горе, сопереживают вместе с нами и вместе с представителями других национальностей, которые с территории Крыма тоже были депортированы. Да? Но, конечно же, в первую очередь с крымско-татарским народом, потому что крымско-татарский народ лишился своей родной земли. И он был депортирован целиком как народ. Поэтому все должны понимать, что горе, которая постигла крымско-татарский народ по масштабам, оно, конечно, несопоставимо с, например, просто депортацией. Здесь целиком, получается, был депортированный народ, и он утратил, как я уже сказал, свою родину, свою родную землю. Поэтому мы будем молиться за мир, за благоденствие, за то, чтобы добрососедство в Крыму присутствовало всегда, и наши взаимоотношения качественно с каждым годом, с каждым днем они росли, выходили на более новый уровень. Это наша ценность. Мы нужны друг другу. Скажем, наши взаимоотношения являются залогом стабильности в Крыму, а стабильность – это залог развития. Поэтому какой бы религии человек не принадлежал, какой бы национальности он ни относился, нас связывают общие ценности. Это наш родной край, Крым, это общечеловеческие ценности. Мы стремимся к одному и тому же, чтобы наш край процветал. У нас у всех есть семьи, у нас у всех есть дети, внуки. Мы хотим, чтобы они жили в мире, чтобы они развивались, чтобы они знали свою культуру, знали свой язык, знали свои традиции. И чтобы
они могли мирно, спокойно жить на своей земле. Этого желает каждый отец, каждая мать, поэтому вне зависимости от национальности. Поэтому это, я считаю, те факторы, которые нас объединяют, должны нас объединять. Мы должны думать об этом, не о превосходстве кого-то над кем-то, там, попытках доминирования и так далее. И, конечно же, верховенство права должно быть, то есть справедливость должна быть. Каждому должно быть дано то, что он заслуживает, или же возмещено то, что он утратил. Вот только посредством этого доведения правильной информации до людей, а я думаю, что вот эти все мероприятия 18 мая, они как раз-таки направлены на то, чтобы информировать в первую очередь общественность, чтобы у них было правильное отношение к тем процессам, которые происходят в Крыму, правильное их понимание более глубокое и, конечно же, гармонизация взаимоотношений у нас в Крыму. Вот эта цель. Вот такие вот мероприятия, поэтому приглашение всем, чтобы все участвовали. Вечером там еще «Зажги огонек в своем сердце» будет, это уже инициатива молодежных организаций. Часто по этому поводу тоже вопросы возникают, к нам обращаются в духовное управление, мол, зажжение свечи, насколько это, скажем, соотносится с мусульманской традицией. Мы говорим, что это не поминание душ умерших по мусульманской традиции, мы поминаем их молитвой и чтением Корана. Да. Это воскрешение в памяти. Таким оригинальным образом вот те трагические моменты. То есть здесь больше память, здесь не поминание. Поэтому все тоже могут прийти и участвовать в 9 вечера на центральной площади, площади Ленина, вот в этом оригинальном мероприятии. Ну, несмотря ни на что, все-таки, даже будучи вдали от родины, наш народ сумел сохраниться. Наверное, во многом благодаря вот стойкости и выдержке старшего поколения народ вернулся в Крым. Сегодня мы здесь развиваемся. Айдураджа, вот в эти дни, вот что каждый из нас должен носить у себя в сердце и что мы должны передать будущим поколениям? Мы должны носить у себя в сердце то, чему нас учили наши родители, наше старшее поколение. Это то, что Крым – это наша родина. Второе – это то, что в Крыму живут различные национальности, и поэтому мы должны терпимо и взаимоуважительно относиться друг к другу. Третье – то, что мы пришли в Крым сажать розы, благоустраивать этот край, а не ссориться, не выяснять отношения. То есть не жить по истории. Исторически сложилось по-разному, да. И с разными обществами произошли, скажем, трагические, драматические события. Если говорить о депортации, не только крымских татар депортировали, да, то есть много народов, и это сделал режим, советский, сталинский режим. Поэтому это отражать на какой-то национальности, как бы переносить это на какое-то государство, на какую-то территорию будет неправильно. Это дело идеология. Мы же не говорим, что Германия фашистское государство. Там был фашизм в свое время, но сейчас это демократическое государство. Мы не говорим Италия фашистское государство. Да, в режим Муссолини был, он прошел. Точно так же на территории там, Российской Федерации или же Советского Союза. Да, был коммунистический или же социалистический режим. Да. Эта идеология косила всех неугодных, кого считала неблагонадежными, скажем так, вне зависимости от национальности. Это прошло, все. Мы должны смотреть вперед. Если мы будем внушать своим детям какую-то ненависть, какую-то злобу, то у них не будет будущего. Мы должны это понимать. Как сказали наши старики, біздің қартларымыз, «Ачувнен турган пешманлықнен отырыр». Кто встает со злобой, ненавистью, он садится с сожалением. Да, все. От ненависти злоба порождает только адекватную реакцию, то есть ненависть и злобу. Все. Поэтому то, что в истории прошло, оно должно остаться в истории. Память, да, в сердцах должна быть. Мы историю забывать не должны. Но ретранслировать то, что было 70 лет назад, сейчас, и на этих чувствах строить взаимоотношения ни в коем случае нельзя. Вот, я думаю, у нас должно быть это добро,
это уважение, это терпимость не только у нас, у других национальностей тоже, конечно, которые проживают в Крыму. И только так мы построим светлый и прогрессивный Крым, и светлое будущее будет у наших детей, у наших внуков. Иншалла, дорожа, более ноқтада программасы сонуна келе. Бүгін студиямыздың мұсафыры олғаныңыз үшін çok sağ olunuz. Allah razı olsun. Ve көрішкенже sağ olunuz. Sağ olun. Урметлі сeyirciler, böylelikle программасы sonuna келді. Бүгін студиямыздың мұсафыры Қырым мұсылманлар муфтисінің муавини Айдаружа Исмаилов oldu. Açıqlaf программасы sonuna келіп сізге iyi akşamlar тілей. Көрішмек üzere, sağlıqне қалыңыз.